Напоминаем вам о необходимости выключить звук на своих мобильных устройствах и просим не использовать их во время выступления. Кроме того, мы рекомендуем снизить яркость экрана, чтобы не мешать окружающим. Пожалуйста, помните, что вход в зал запрещен после третьего звонка и просим не вставать со своих мест во время исполнения произведения. Спасибо за внимание и приятного прослушивания. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан представляет концерт блистательного российского музыканта, народного артиста Башкортостана, генерального директора Главного оркестра Республики Артура Назиуллина. Открывает вечер испанская рапсодия Мориса Равеля, блещущая ритмами и интонациями андалузских танцев. Морис Равель. Испанская рапсодия в 4 частях. Прелюдия к ночи. Малагенья. Хабанера. Ферия. Дамы и господа, для более полного прочтения художественных образов просим вас не аплодировать между частями произведения. Благодарим за понимание. На сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, дирижер, заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, главный дирижер Дмитрий Крюков.
Дамы и господа, сегодня концерт с названием «Вечер в кругу друзей классика и джаз» собрал в этом зале именно друзей и почитателей таланта Артура Назиуллина. Музыканту рукоплещут сотни тысяч слушателей в России и за рубежом. Оркестр, возглавляемый Артуром Назиуллиным, по мнению авторитетных столичных критиков, вошел в клуб золотой оркестровой элиты России. Арти-шоу – концерт для кларнета с оркестром. Солист, народный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, солист Московской государственной академической филармонии Артур Назиуллин. Премьера в Уфе.
и господа, слово для поздравления имеет министр культуры Республики Башкортостан Амина Евгеньевна Шафикова. Уважаемый Артур Искандарович, зачитаю в начале официальный поздравительный адрес. Уважаемый Артур Искандарович, сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 35-летием со дня рождения. Блестящее дарование, вдохновенный труд и безграничная преданность классической музыке принесли вам, талантливому музыканту и руководителю Национального симфонического оркестра Республики, высокое профессиональное признание и искреннюю любовь публики. Благодаря вашим стараниям на сцене в сопровождении нашего симфонического оркестра выступают признанные мэтры мирового уровня. Вызывает уважение то, как вы достойно представляете отечественную и национальную классику не только в республике и стране, но и на ведущих мировых сценах. Вы продолжаете активно заниматься педагогической и наставнической деятельностью, воспитываете у молодых музыкантов профессиональное отношение к делу. За высокое мастерство и плодотворный труд в сфере культуры вы удостоены грантов президента России, главы Республики Башкортостан, государственных премий Республики имени Салавата Юлаева Шейхзады Бабича, звания народного артиста Республики Башкортостан. Желаю вам и вашему замечательному коллективу вдохновения, новых творческих достижений и всего наилучшего. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Дорогие друзья, от себя не могу не добавить, но, во-первых, много ли вы знаете молодых людей в нашей стране сегодня, которые в 35 лет не просто сами выступают блестяще на лучших мировых сценах и сегодня востребованы среди музыкального профессионального сообщества, среди зрителей, но еще и выводят на такой же высокий уровень целые симфонические оркестры. Я думаю, таких людей сегодня, вот, я не припомню, по крайней мере. А вот у нас такой есть случай. И я, в свою очередь, Артур Искандарович, хочу искренне поблагодарить вас за то, что тогда, 5 лет назад, вы согласились возглавить Национальный симфонический оркестр. И благодаря во многом вам, вашему видению развития этого коллектива, благодаря тому, что вы пригласили Дмитрия Крюкова в качестве главного дирижера этого оркестра, сегодня действительно оркестр наш покоряет лучшие сцены страны. И вот буквально на прошлой неделе здесь у нас был народный артист России Денис Мацуев, который в беседе с главой нашей республики сказал, что оркестр сделал в последние годы невероятный рывок, и вы знаете, что Денис Мацуев сегодня берет наш оркестр в свои туры, и это очень для нас почетно, и это для нас значимо. Помимо этого, Артур Искандарович ведет очень большую работу, как было сказано и в поздравлении главы, работу большую с детьми в качестве руководителя фонда, регионального фонда Владимира Спивакова, и работает не только с одаренными детьми, но и привлекает к игре с оркестром детей с ограниченными возможностями здоровья. Это очень важно, и этот пласт работы всегда находится в поле зрения и внимания Артура Искандаровича. Но помимо этого еще хочу поблагодарить от себя за те прекрасные беседы о музыке, о творчестве, которые мы можем с вами проводить долго и бесконечно, но и хотелось бы вам пожелать в ваши 35 лет, вот, честно говоря, у людей в 60-70 лет не бывает таких достижений, да, какие у Артура есть сегодня в 35, не останавливаться, идти также вперед, чтобы всегда хватало сил и здоровья на все творческие планы, а они у вас грандиозные, пусть они все свершатся, пусть они все сбудутся. Ну и еще хотелось бы пожелать
всегда находить время для творчества. Я, как никто, вас понимаю, каково это совмещать творчество с административной деятельностью, но вы и там сегодня, к счастью, преуспеваете. Пусть у вас хватит сил. Вдохновения вам, успехов. Спасибо вам за то, что вы у нас есть. Спасибо, Амина Евгеньевна. Сегодня замечательной датой Артура Назиуллина поздравляют сенатор Российской Федерации, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Салаватовна Гумерова. Исполняющая обязанности полномочного представителя Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации Ришат Нурахманович Халиков. Глава администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Ратмир Рафилович Мавлиев. А также великие музыканты, народный артист СССР Владимир Теодорович Спиваков, народный артист Российской Федерации Денис Мацуев и многие другие. Артуро Маркес, дансон номер 2, исполняет оркестр.
представляет поистине шедевры кларнетового репертуара. В завершение вечера прозвучит произведение, которое принесло ему любовь и признание публики в самых разных регионах России. Оскар Наварро. Концерты для кларнета с оркестром номер 2. С вами Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан и Артур Назиуллин, дирижер Дмитрий Крюков.
благодарю сердечно наш коллектив блестящих музыкантов Национального симфонического оркестра, моего большого и дорогого друга, главного дирижера Дмитрия Крюкова, и всех вас, потому что сегодня, по моему мнению, получился прекрасный вечер именно в кругу друзей. С одной стороны, друзья, и с другой стороны, друзья. Спасибо вам огромное и до новых встреч!